Привет! Давайте сегодня погрузимся в одну древнюю историю. Историю о вере, о больших амбициях и о чуде, которое без преувеличения изменило ход истории. И это, знаете, не просто какая-то загадка или риторический вопрос. Это самая суть реального исторического события, которое произошло прямо перед рождением пророка Мухаммеда. Итак, все начинается с правителя по имени Абраха, его, скажем так, грандиозных планов и священного храма в Мекке, который всем известен как Кааба. Представьте себе, Абраха, который правил Йеменом, решил, что именно его столица, Санам, должна стать новым центром притяжения для всех паломников. Для этого он построил просто великолепную церковь, надеясь, что арабские племена теперь пойдут к нему, а не к Каабе. Но, как это часто бывает, все пошло не по плану. Люди по-прежнему шли к Каабе, а потом кто-то из противников Абрахи и вовсе осквернил его новую церковь. Тут его терпение лопнуло, и разочарование переросло в ярость и клятву — разрушить Каабу до основания. И вот он собирает огромную армию, а во главе этой армии невиданное для Аравии оружие — боевые слоны. Это огромное войско двинулось на Мекку с одной единственной, очень разрушительной целью. И вот, когда эта мощная армия подошла к Мекке и разбила лагерь, произошла встреча, о которой будут слагать легенды. Первым делом солдаты Абрахи, конечно, начали грабить окрестности, и, среди прочего, захватили 200 верблюдов, которые принадлежали не кому-нибудь, а Абдул-Мутталибу, главе Мекки. Когда тот пришел на переговоры, Абраха был уверен, что сейчас начнутся мольбы о пощаде города и Каабы. Но не тут-то было. Абрахам, наверное, был в полном недоумении. Он ждал просьб не трогать святыню. А вместо этого услышал «Верни моих верблюдов». Правитель даже спросил, почему его так волнует какой-то скот, когда главная святыня вот-вот будет уничтожена. И вот тут Абдул-Мутталиб произносит слова, которые вошли в историю. Это было невероятное проявление веры. Он просто сказал, что он хозяин своим верблюдом, а у Каабы, у этого дома, есть свой хозяин, и он его защитит. Что ж, переговоры, очевидно, провалились. Абрахам отдает приказ начинать штурм. Армия уже готова двинуться вперед. И тут, на самой границе священной территории Мекки, происходит нечто совершенно необъяснимое. Главный слон, самый мощный, который вел за собой все войско, вдруг просто встал, как вкопанный. Он просто опустился на колени. И все. Его пытались заставить, били, тянули, бесполезно. Он не двигался в сторону Каабы ни на шаг. Хотя, что интересно, в любую другую сторону шел без проблем. И пока воины возились с этим упрямым слоном, ситуация стала еще более странной и драматичной. Солдаты поднимают головы к небу. Может, дождь собирается. Но то, что они увидели, было совсем не похоже на обычные тучи. С неба на армию Абрахи неслись бесчисленные стаи птиц. И тут важный момент. Арабское слово «абабиль» — это не название какого-то конкретного вида птиц. Это значит именно стаями, огромными группами. И эти птицы были вооружены. У каждой было по 3 маленьких камушка из обожженной глины, так называемый сиджиль. 1 камушек в клюве и по 1 в каждой лапке. И вот эти птицы начали сбрасывать свой груз прямо на армию. Казалось бы, маленькие камушки, но эффект был просто сокрушительным. Могучее войско охватил хаос, и оно было практически стерто с лица земли. То, что произошло, навсегда закрепило это событие в истории. Оно стало, можно сказать, поворотной точкой для всего региона. В текстах это описывается очень образным арабским выражением «асфин масякуль», что означает «подобно изжеванной соломе». То есть от некогда грозной армии не осталось ровным счетом ничего. Так что это была не просто какая-то неудачная военная кампания. Нет, последствия были огромны. Статус Мекки как места под божественной защитой взлетел до небес. Авторитет племени Курайш, хранителей Каабы, укрепился как никогда. А сам этот год вошел в историю под названием «Год слона». И что самое поразительное, буквально через несколько недель после этих событий, примерно через 50 дней, в этот же самый год родился пророк Мухаммад. Этот год словно подготовил почву для его прихода.
И вся эта история о слоне и птицах оставляет нас с таким, знаете, глубоким вопросом. Что же на самом деле движет историю? Великие события или все-таки моменты глубокой веры, которые эти события вызывают?